В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Основная цель работы многофункциональных центров заключается в повышении качеств государственных и муниципальных услуг за счет сокращения сроков получения услуг, финансовых и временных затрат, обеспечения доступности информации, повышения комфортности получения услуг. Мы продолжаем разговор о значительных изменениях в предоставлении различных видов услуг в наступившем году. Гости у нас в студии Людмила Масина, первый заместитель руководителя многофункционального центра Республики Саха-Якутия. Людмила Дмитриевна, здравствуйте. С Нового года произошли многие изменения, в том числе и в сфере недвижимости. Хотелось бы узнать, расскажите, пожалуйста, про главные изменения, о которых необходимо знать всем жителям республики. Добрый день. Да, действительно, с этого года по услугам, связанным с регистрацией недвижимости, зафиксировано очень много изменений. Я бы хотела начать с того, что такая популярная сделка по отчуждению недвижимости, как договор дарения, она часто используется сторонами, например, которые состоят в родственных отношениях. Да? Она с начала января должна заключаться только через нотариуса. При этом значение близости родственных связей здесь не будет иметь значения, да, без разницы. И, соответственно, нотариус, он будет смотреть именно дату обращения за госрегистрацией. То есть даже если договор составлен, например, в конце декабря прошлого года, то он все равно подлежит нотариальному удостоверению. В этом случае к нотариусу можно записаться через портал госуслуги. Такая возможность появилась с ноября прошлого года. При этом нотариус, удостоверяя сделку, сразу отправляет ее на электронную регистрацию в Росреестр, и, соответственно, заявитель должен будет уплатить саму пошлину за услугу нотариуса и за регистрационные действия Росреестра. Само направление, оно не облагается какими-то отдельными платежами, да? При этом бывает такое, что нотариус, например, находится на выезде, без доступа к интернету. Может быть, у него случился технический сбой. В таком случае он только удостоверяет договор, отдает его человеку, да, и заявитель может к нам сам обратиться в МФЦ, либо подать электронно уже через портал Росреестра. А если в населенном пункте нет нотариуса, что в этом тогда случае делать? Здесь я бы хотела отметить, что у нас в республике 35 нотариальных округов, всего работает 60 нотариусов. Всю информацию можно посмотреть на сайте нашей нотариальной палаты республики. Да? Когда нотариус в районе отсутствует по каким-либо причинам, например, больничный, отпуск, то предусматривается обычно его замена. Например, сейчас отсутствует нотариус в Анабарском районе, и его по графику замещает нотариус из Татинского района. При этом, если человек проживает в населенном пункте, где нет нотариуса, на сайте нотариальной палаты можно посмотреть график выездного обслуживания нотариуса. Он уже опубликован на этот год, да, и подготовиться к его визиту. Если все-таки населенный пункт не попал в зону выезда, то, к сожалению, человеку надо будет обратиться к ближайшему нотариусу, да, в ближайший населенный пункт, потому что через администрацию такую услугу получить не будет возможно, потому что у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по удостоверению таких сделок. В любом случае будет возможность подойти к нотариусу, заверить документы. Да. Все равно кто-то кого-то заменит, и в любом случае местные жители. Возможно, придется подождать какое-то время. Может, что-то изменилось при перераспределении доли в недвижимости, приобретенной за счет средств материнского капитала? Там тоже нужно через нотариуса все заверять, или это все будет как в прошедших форматах, без официального соглашения? Сделки, связанные с распределением долей, они тоже одни из самых популярных, да, потому что сейчас
ну, государство предоставляет возможность приобрести недвижимость с учетом различных выплат, материнских капиталов и так далее. Да? Поэтому, что касается именно самого распределения формулы, да, сколько будут составлять доли и так далее, здесь изменений нет. Однако я бы хотела сказать, что сейчас соглашения по распределению долей могут быть составлены в простой письменной форме только когда использованы были средства материнского семейного капитала, именно федерального. Вот это обстоятельство связано с тем, что в федеральном законе, который регулирует материнский капитал семейный, да, 256 ФЗ, там как раз есть вот эта оговорка. И свою позицию управление нашего республиканского Росреестра довело до МФЦ в декабре прошлого года. Соответственно, с января мы приостановили, вообще прекратили составление соглашений в простой письменной форме, сделок, вернее, соглашений, по которым использовались средства помимо материнского капитала, скажем так, да, потому что бывает, что семьи используют целевой капитал дети столетия, материнский капитал семья и так далее. Да? То есть если жилье приобреталось только с региональными выплатами, к сожалению, такие, не то чтобы к сожалению, но такие соглашения нужно будет распределять через нотариуса. В простой письменной форме, к сожалению, это сделать не получится. Но если первоначальный договор приобретения жилого помещения предусматривал и материнский семейный капитал, и, например, какие-то региональные выплаты, там молодая семья, да, те же самые дети столетия, и собственность уже распределялась между родителями и детьми, соответственно, это можно сделать в простой письменной форме. И какого-то отдельного соглашения потом распределить доли детям и так далее не нужно будет, потому что договором это все будет предусмотрено. Спасибо. С нового года внесены значительные изменения в размер госпошлин. Расскажите, пожалуйста, о нововведениях в этом году. Что касается изменений по госпошлинам, они увеличились. Увеличились как со сделками, связанными с недвижимостью, так и с судебными расходами, да, по записям актов гражданского состояния. Например, если сейчас уже в этом году требуется изменить имя, фамилию, либо подать заявление о расторжении брака, да, то, к сожалению, вот эти процедуры будут оплачиваться в размере, например, 5000 рублей. Да? Это вот при разводе? Это при разводе, да. Я знаю, что должны будут и супруга отдельно выплачивать. Не все совместно этот бюджет, а по отдельности выплачивают 5000 рублей для того, чтобы развестись. Та сторона, которая инициирует заявление. Та сторона, которая... только они выплачивают, получается, 5000? Да. И еще какие-то дополнительные, может быть, что-то на примере можно... Если, например, зарегистрировать, я знаю, что было 650, по-моему, рублей, а сейчас, чтобы зарегистрировать, повысилось ли в этом плане? Да, вот я бы хотела даже не про регистрацию сказать, да, а за выдачу повторных свидетельств, потому что сейчас люди занимаются генеалогией, да, какое-то свое архивное семейное древо делают. Поэтому существенно повысились, например, справки именно из архивных данных. Потом, когда нужно будет оплатить наличие или отсутствие факта государственной регистрации, тоже акта гражданского состояния. Вот здесь вот тоже увеличение пошло. По недвижимости, да, там вообще отдельно нужно будет сказать, когда ранее регистрировалось, например, право собственности, кадастровый учет, то оплачивалась одна пошлина, и, по идее, оплате следовало только
регистрационное действие, собственно говоря, по госрегистрации. Да? На кадастровый учет ставилось по умолчанию. То есть, например, если есть земельный участок и имеющийся на нем объект недвижимости, при этом здесь надо понимать, что земельный участок может быть под личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, индивидуальное жилье. Да? И вот здесь это оно уже плюс добавляется кадастровый учет к этим действиям. Да? Когда на участке, вот, про которые я уже сказала, да, там садоводство и так далее, только-только строится новый совершенно объект, там тоже пошлина увеличивается. Если это другие земельные участки, например, под магазин или еще что-то, но тоже на вот этом земельном участке строится новый объект, тот же магазин, тоже пошлины увеличиваются. Потом я бы хотела сказать, что когда регистрируется право собственности на основании правоустанавливающего документа, мы так называем их, да, например, решение суда, договор купли-продажи, то здесь существенное изменение тоже в сторону увеличения, к сожалению, да, то есть в 2 раза практически повысились пошлины. Если объект недвижимости стоит до 20 миллионов рублей, то ранее платилось 2000, сейчас 4. Если стоимость объекта более 20 миллионов для физлиц, да, и 22 для юрлиц, то я рекомендую воспользоваться калькулятором расчета госпошлины на сайте Росреестра. Там самое главное знать кадастровую стоимость, и по формуле налогового кодекса все высчитается. А вообще можно ли ускорить рассмотрение всех заявлений по услугам Росреестра? Как-то? Ранее, да, была такая потребность, мы наблюдали за этим, да, и вот сейчас она, скажем так, легализовалась. За один день можно произвести госрегистрацию, оплатив пошлину в двойном размере, но за отдельные, как говорится, регистрационные действия, да. Если это ипотека, либо покупка квартиры, то есть жилой дом, да, здесь не подойдет. Спасибо большое за такую подробную информацию. Действительно, очень много изменений в этом году произошло в выплатах и штрафов. Спасибо, что к нам пришли, Людмила Дмитриевна. Надеюсь, что в будущем тоже вы будете нас посещать. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Я с вами прощаюсь. До встречи.